Всем привет! Меня зовут Мария Осипова. Добро пожаловать на мой канал. Здесь очень много инсайтов, искренних эмоций и настоящей жизни. А также я снимаю подкаст «Дойдум Джанос» с моими земляками. Интересуюсь о том, как на них влияет их связь с предками, с корнями, с природой. Этот влог про наш первый совместный отдых с моим мужем. Мы живем с 2007 года вместе, и за все это время ни разу не ездили отдыхать, только вдвоем, без детей. Почему не получалось? Потому что мы всегда жили головой, а не душой и не сердцем. Были в ловушке своего мышления, думали, что когда-нибудь потом надо сделать это, то, и только потом нужно отдыхать. И у нас вообще не было понятия, мы не умели отдыхать. Даже когда мы работали, первое время было даже сложно выделить выходной, потому что мы с 2013 года работаем сами на себя, и у нас не было такого понятия, как оплачиваемый отпуск. Было так, что мы даже на родину не ездили, ни к мужу, ни ко мне. И единственный наш отдых — это был двухдневный сплав по ботами за всю жизнь, представляете? Но все изменилось после коуч-тура и после трансформационной игры Лила. Я не раз об этом упоминала. Там я заходила с одним запросом и вышла с тем, что, оказывается, нам нужно съездить вместе с мужем на отдых. И это был ключевой момент. После этого я начала быстро принимать какие-то решения, и все начало получаться само собой. Мы поехали на Новый год к моим родителям. Устроили сюрприз моему отцу. У меня на канале есть видео про это, можете посмотреть по ссылке. Устроили ему сюрприз, провели самые теплые, самые душевные 2 недели у меня на родине с моими родными. Об этом тоже есть видео на канале. И после этого мы с мужем вернулись в Якутск, провели там около 10 дней, вылечили свои зубы. И после этого устроили еще очень спонтанную вечеринку. Тоже идея пришла как инсайт, и решили это воплотить. Устроили классный день рождения, перед днем рождения. Об этом тоже есть видео на канале, можете посмотреть. И вот после дня рождения, получается, на следующий день, сам день рождения, 25 января, мы полетели до Иркутска, и с Иркутска полетели в Тай. В Иркутске мы не знали, сколько у нас будет там пересадка, покупали билеты с севера, получается, до Иркутска билеты покупали на севере, сами билеты в Таиланд покупали еще где-то в ноябре, по-моему. Поэтому мы не знали, как там стыковка, знали, что будет время, но не знали, что будет много времени, и нам удалось в этот день, в день моего рождения, побывать на Великом Байкале. Я так давно мечтала, но даже не думала, что это может сбыться вот так вот быстро и таким образом. На отдых у нас не было никаких планов, нам не интересны экскурсии были, мы просто проводили время вместе, много разговаривали, строили планы, работали над собой. Это очень терапевтично и исцеляюще оказалось. В организации всех наших перелетов и всех наших бронирований нам помогли наши друзья из Красного Чемодана. Красный Чемодан — это туристическое агентство, находится в торговом центре Качели на 203-м микрорайоне. Я пришла в Красный Чемодан, смотрим гостиницы, потому что букинг не работает. Купили билеты в декабре и будем сейчас с Ритой искать нам гостиницы. Да. Есть 2 замечательных отеля под ваш запрос. Первый — это Астер Hotel Residence, он стоит в центре Паттайи. Очень удобно, очень мобильно. Более такой свеженький ремонт. Мы всегда пользуемся их услугами, даже когда живем в Москве, потому что онлайн купить субсидированные билеты очень сложно. Нужно идти ножками на кассу, а у них есть такая возможность, и они оформляют и субсидии, и льготы, и занимаются турпутевками, онлайн могут проконсультировать, какой отель лучше. Есть онлайн-оплата по QR-коду. В общем, все ради того, чтобы ты сидел дома и занимался планированием своего отдыха. Спасибо большое, Красный Чемодан, за вашу помощь.
Красный чемодан занимается не только пакетными турами, они составляют индивидуальные маршруты, подбирают все билеты, трансферы, сделают все для того, чтобы ваш отдых был незабываемым. Приехали в Иркутск и едем на Байкал поздороваться. Никита. У нас обед, рыбка. Прямо сейчас закоптили специально для тебя, да? Обед с видом. На Байкале. Едем спрашивать, куда нас отвезут и за сколько. Прикольно. Да это же машина. Прикол. Прикол. Астакади. А вот эти острые льды, вам ничего не будет или вы тут знаете уже все льдышки? Ага. Terä. Itu kayak benes? Itu kayak benes hatut. Belincing dan kendula marah konstan keren. Ayan sa wala ulo. Baykal gara-gara diyan ako. Кофе с видом. Самым лучшим видом. Красота. Очень классно. Представляете, кто-то так работает с таким видом? Каждый день проезжает. Ngayon, hindi nakalito. Покажи. Ассоциировали, конечно. Мы наконец-то приехали на совместный первый сеанс. Приехали на отдых и сидим работать. Да.
Потому что обещала контент. Смотрите, какой закат нереальный. Мы сидим на берегу Сиамского залива. Это второй день нашего отпуска. Я хочу взять немножко интервью у Никиты про твои ощущения, про твои эмоции. Что ты чувствуешь? Чувствую я, конечно, радость. Тут очень красиво. Для меня необычно. Люди тут веселые, улыбчивые. Да. Покупались на море. Ну, жить среди такой красоты, чтобы не улыбаться, да? Да. Ну, вообще можно улыбаться и в минус 50, и в Да. плюс 30. Конечно. Ну, вообще, что ты ощущаешь, что ты позволил себе отдых? Нет такого ощущения, типа, чувства вины, что я оставила детей? Ни разу? Нет, ни разу нет. Конечно. А почему ты не позволял себе отдых раньше? Мы же не ездили чисто из-за того, что я же одна ездила, а ты не ездил, ты не позволял себе. Что тебе мешало раньше отдыхать? Может быть, обстоятельства мешали? Ну, какие, например? Ну, как говорится, так получалось. Ну, сейчас ты понимаешь, почему так получалось? Немножко понимаю. А почему так получалось? Потому что мышление было другим. Кстати, да. Цели и мышления у меня были совсем другие. О чем ты мечтал? Что Точнее, ты? цели особого такого не было. Если для меня работа, то только работа до потери пульса, как говорится. Ну, это же установки были, да? Да, это мои установки. Что нужно работать, не отдыхать, да? Да. Все работают, и я работаю. В общем, мы жили в квартире наших друзей в Академгородке в Красноярске. Пол и Мелоди клуб. И перед тем, как Никита, получается, не перед тем, как Никита поехал на вахту, на Чукотку, он отправил резюме, потом запросили все его документы, мы отправили. И, в общем, решалась судьба, куда мы поедем дальше. Мы, это я с сыном, в то время мы жили в Красноярске с моим сыном, ждали его с армии, там ты приехал, поработал, да, чуть-чуть, и вот решил поехать на вахту, работать по специальности. И вот тогда я стояла и рассказывала тебе, типа, я не рассказывала, я втирала тебе прям. Я стояла, я прям помню эти ощущения. Я стояла перед тобой, ты сидел на красном диване напротив ноутбука, и я говорила, типа, я хочу работать из любой точки мира, ездить по всему миру, жить на берегу моря и заниматься любимым делом. Помнишь такой разговор? Да, да. И что ты тогда чувствовал? Я не знал, что существует такая работа, и в то время даже никто так, наверное, и не работал, поэтому... Да, не слышалось так часто, как сейчас, да? Да. Но сам факт, что я это ощущала, я вот почему помню эти ощущения, потому что я запоминаю именно чувствами. И, например, сейчас вот даже ты мне что-то рассказываешь, ты замечаешь, наверное, что у меня очень плохая память. Ну, ты знаешь, что у меня очень плохая память, я все забываю. Но вот именно по ощущениям, то, что я запоминаю, как я чувствую, вот это у меня, например, очень четко остается в моей памяти. И вот я помню эти ощущения, и сейчас это же реально. Да. Жить и работать из любой точки мира. Да? Это лимонад. А почему ты скрываешь? Хороший лимонад. Очень круто. Что я могу сказать? Все классно. Живем, работаем, живем, отдыхаем, живем в радость,
живем в удовольствии, Меняем мышление. меняем мышление. Да. Вообще классно. Скоро мы будем сидеть так тоже где-то на берегу, снимать видео у океана. Давай у океана. Мы же загадывали океан, кстати, когда-то. Хорошо. Да. Сейчас мы сидим на берегу Ой, чуть не сказала Финского, Сиамского залива. Какой красивый лимонад. Арбузный фреш. Такая огромная порция. Вообще, вот смотрите, это моя рука. И вот такой глубины. Все, супер. Халлан уже харанганда. Плохо посыл мясо либо жареное.ข้ามมาทำอะไรจะไม่โดนนะนี่นะมารับเกิดปัญหาจุด Это 13-летний я выходит наружу. Мужчина включается в полото, осознание воля, прогулка. Ага. 10 минут. Нужно всего лишь провести время по отдельности, а потом прогуляться вместе. Вышли, выгулили наряды. Вернулись обратно в отель. Вернулись обратно в отель. Сидим в кафешке. Наступи. Хан Будда храмға кәлемет. Астанада я глядя ведь. Однако мне главное работа. Kita mannaga чилерге тегештелер. Ханатна. Мы приехали в спа. Сегодня долго думали, куда пойти. Решили понежиться. Короче, не знаю, что они с нами сделали, но у меня тут был шрам, и он казался как морщинка. И сейчас его нету. Very good. Это были нереальные полтора часа. Вообще кайф. У нас вот так вот. Лежали вместе, мычали. Кайфовали, да? Вообще классно. Раз, два, три. Подкаст будешь снимать, да.
А, уже снимаешь? Я главное еще написала свои 100 желаний, тоже типа подкаст. Вообще, у меня вот в январе исполнилось 11 желаний. Ага. В январе. Всем привет! Я сегодня проснулась с другим человеком. Вам может показаться вообще каким-то бредом. Ну, короче, вчера я была обычная Маша. Я была просто мамой, просто Машей. Пока не провела первую консультацию в рамках наставничества. Нужно было заработать, короче, первые деньги. И я провела первую консультацию и поняла, что я коуч. Та-да-та-дам! Неожиданно, да? Или для вас неожиданно? Ну, для вас ожидаемо, а для меня очень неожиданно, потому что я думала, что я мама, я про материнство, я про семейное образование, короче, про родительство позитивное. Оказалось, ну как оказалось, я прям чувствую, что это мое, и это вообще не описать словами. Я буду делиться с вами процессом. Я провела вчера первую коуч-сессию за 10 000 рублей в легкости. И это было прям вообще так, не знаю, как будто я это всю жизнь делаю. Ну как будто. Я и так это всю жизнь делаю, но это я делала бесплатно, теперь я буду это делать за деньги, представляете? И после этой сессии сразу я поехала на встречу с моими тайками. В общем, мы там поговорили, наверное, часов 6, мы до закрытия ресторана сидели, и еще так и не наговорились. В общем, о боже, я в таком ресурсе, потоке. Блин, это и называется, когда живешь свою жизнь. Блин, вообще меня распирает. Вчера один созвон был и одна встреча с девочками. И сегодня я проснулась другая, потому что с утра созвонилась с экспертом по распаковке экспертности. Как бы это странно не звучало, но... В общем, спасибо тебе, Илана, пожалуйста, прими мои все лучи солнца, все лучи добра и позитива, которые ты мне во мне открыла, еще больше подсветила. Почему именно коучинг? Она задала очень такие вопросы, которые я себе задавала вроде бы, но не отвечала. Отвечая на них, я поняла, что я по жизни всегда коуч, я с рождения коуч, я всегда во всем вижу везде позитивное, я всегда нахожу именно суть, нахожу глубину, нахожу ответы внутри. Вообще это все оказалось, все уже было во мне с рождения. И я так рада. А потом после этого, вы не поверите, короче, у нас случился... Я поставила сразу 2 созвона за распаковкой экспертности. Следующий был... Я записалась на консультацию. У нас в группе есть девочка-издатель, издатель книг. И я записалась с ней на консультацию, и вы не поверите. Оказывается, у меня уже есть книга, и мне просто нужно ее, ну как, идея есть, смысл есть целевая аудитория. Вообще, короче, когда ты начинаешь делать то, что хочет душа, вся вселенная способствует тому, чтобы тебе помогать и что тебя ускорять. Ой, божечки, я так волнуюсь, меня прям распирает это чувство радости. Я так благодарна этому миру, вообще так благодарна вам, так благодарна окружению, в которое я себя поместила. Божечки, я не думала, что это будет так быстро забываться, и я в шоке. Значит, сейчас мы едем к Нине на мою фотосессию. Так классно. Вообще так удачно совпало, что мы оказались в одном месте, в одно время. И, в общем, в моей вселенной все случается не случайно. О, какое классное место мы пришли. Что за красота? Привет. Моя мечта исполнилась, что ты здесь. Ой. Немного. На крутой лифт вообще крутой вагипел покати. Никита Улана.
Авахатачина бравиндиш. Рыкрахава нигде хадан ипаты. Кайдак лехана индебида. Маската. Бага Богоятчина. Авахаячина тунна. Богоятчина обычный. Офигеть. Вообще обойку. Вау. Вообще себе. Таиланд, можно туда не просто. Боже, куда мы попали? Что за райское место? Здравствуйте, где? Let's go. Wow. Мария Осипова в сериале «Открытые сердца». У бассейна. Кораблики. Мы закончили съемку. Айте, я хат сходила. Спасибо. Тебе спасибо, что вытащила. Как бы не решилась. Мы остановились в таком домике. Как он называется? Бунгало. Прикольный, да? Там море. Попросили апгрейд номера, но сказали, отель полный. Номеров нет, поэтому вот такой вот чукурушечный. Старенький, но очень милый. Ну, здесь особенно все уставшие. Душ, туалет. Окна со всех сторон, кондиционер. Там телевизор еще. Мило. Это то самое место, где у нас проходили коуч-сессии этой сцены. Вот с таким видом учились. Здесь было столько инсайтов, ранних тренировок, классных морских шавасов. Вообще самое классное время. И самая, наверное, моя знаменательная поездка.
В общем, это очень интересно. Ну, как будто бы пальма, да? И оказывается, это всаживают уже другое дерево. Покажи листья тоже. Дерево, короче, одно, и подсаживают к нему уже другой, получается. Что? Росток, не знаю, саженец. Давай поближе посмотрим. Здесь недавно. Вот это уже прижилось, видимо. И заматывают где? Вот корни здесь видно. Как уживается, то есть оно вплетается в само дерево. Интересно. Вот такой вот способ делания. Вот так вот сниму, чтобы все видно было. И там каждый росточек. Горло было искусственно. Ага. Ну, конечно, ухаживают. Ну, очень интересно. Мы пришли обедать в Саммит Вилла. Тоже очень необычно быть здесь без девочек. Сидеть на наших местах. Те же самые официанты, то же самое место. Что здесь ничего не изменилось, только девочек не хватает. Что, не под запись? 5 минут. Tohti. Liian bolana. Rikasta olur hadiukin осознавать бы балахана. Осознавать бир, что Какая-то мистика прям. Как только Никита сказал, что не под запись, с этого момента звук на видео не записался. А до этого все есть, после этого момента нету. Очень интересно. Hello, my name is Archie. Вау, смотри, какой вид! Какой вид!
Мы катаемся на сабборде. Комментарий Никиты. Никита. Cara, kim kurduk putih segini. Bangsa kolar Thailand kalian. Bangladesh jauh. Kamanda. Kimten hutan bangsa bilang Allah. Amai gelana bangsa burada. Звук хилдер хога беллебет бу токча холнанга олар бут. Карак бизде. Устаджана. Дороголорун доготтор будогун бугунан Таиландга каламет саборнан илимитин караварани хебит. Окуна хеддер хатор аттак тере болон успекдер бутун нар. Күн киритин кара калбиппит күммит булуп кеннигер сахан халла. Анан кибаңалы жабту сабор бутунан. Сабор бутунан кибаңалы жаб. Хата бу бире өткүлө эти биреңе хеннет. Мастер класс кадр берем. Öyle hamdasfaga boldun da. Немножко чувствовали, не было что. Джонна Кареллер. Ой, Катя рисовать идет. Thank you so much. Мы провели классные 4 дня на саммите. Сейчас едем на свитбот, на катер и поедем до Паттайи. Очень классно здесь. Ой. Тайский сабай-сабай. Можно почувствовать только на саммите. Мы заселились в отель Паттайе. Здесь будем 2 ночи. Смотрите, какой вид. А еще собственная ванна на балконе. Ванну с таким видом. Здесь выход на пляж еще свой. Номер самый большой. Маленький диванчик. Кровать. Душ. Можно с этой стороны зайти. Так, душ. И вот с этой стороны тоже можно зайти и выйти. Мини-бар. Так интересно оформлено. Вот здесь, короче, раковина. Не в санузле, а здесь. И тут покопированы. Сейф.
Сегодня у нас персональный закат. Так, красота. Какой классный вид. Как заставка. Мы пришли на завтрак. Итак. Самый красивый шведский стол. Перевесь на шортах нет. Произведение искусства. Самый красивый завтрак, который мне подавали. Ресторанная подача. Отдых у нас случился очень терапевтичный и насыщенный. Несмотря на то, что мы не ходили ни на какие экскурсии, у нас каждый день было чем заняться. Мы прописывали общие планы, встречались с нашими друзьями. Так получилось, что в это время, когда мы были как раз в Паттайе, Нина была здесь. Нина Дьяконова — это фотограф, о котором мечтают все девушки города Якутска. Она делает из всех супер красивых, нежных принцесс, королев вообще, раскрывает самую женственную часть. И я была очень рада, узнав, что она будет здесь, и мы договорились с ней о съемке. И у меня состоялась очень классная фотосессия. И сейчас вот я сижу на этом месте, где у нас проходила фотосессия, и забегая вперед, скажу, что мы после отдыха приехали сюда всей семьей, и об этом будет следующий влог. Не пропустите, подпишитесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо за ваш просмотр. До новых встреч!